Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшелшара. Сейчас коротко расскажем о самых главных темах в сегодняшнем выпуске. Бюджет Сухума на следующий год принят во втором и окончательном чтении. Завершен первый этап проекта, направленный на художественную подсветку исторических объектов. Что подготовило для телезрителей абхазское телевидение и какими программами мы порадуем вас в новогодние дни? Приоткроем секрет в сегодняшней программе. Бадра Гунба осудил атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Выражаем полную поддержку России. Подобные безумные действия киевского режима иначе как агонией назвать сложно, подчеркнул президент Абхазии. О происшествии ранее сообщал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. Резиденцию российского лидера в ночь на 29 декабря атаковали 91 дроном. Все они сбиты системой ПВО. По всей республике с утра 30 декабря продолжались ремонтные работы на линиях электропередачи, поврежденные в результате непогоды. Одновременно работы велись в селах Кудаутского и Чимчирского районов – Дурипш, Мысра, Блабырхуа, Арасадзых, Губ, Джгерда и Атара. После полудня электроснабжение в селах Мысра, Блабырхуа и Дурипш было восстановлено. В новом районе столицы поврежден подземный кабель. Специалисты с помощью спецтехники определили точное место повреждения. К вечеру в новом районе подачу электроэнергии восстановили. На место аварии прибыл министр энергетики Батал Мушба, чтобы лично оценить ход аварийно-восстановительных работ. Погодные условия нанесли серьезный урон нашей энергетической инфраструктуре в разных районах и селах. Преимущественно в Гудаутском районе очень много сел пострадали из-за нагрузки, которая легла на сетевое хозяйство. Сейчас мы посмотрели уже несколько деревень. Сейчас находимся в Дурипше. Здесь в настоящее время ведется работа по монтажу опоры, что позволит восстановить электроснабжение близлежащих домов. Также нужно сказать, что по высокой стороне, по 110-ке тоже на высоковольтной линии ведутся работы по поиску и устранению аварийного участка. Ранее была предпринята попытка брать ветки и деревья, которые навалились на траекторию проложения линии. Сейчас обнаружен еще один участок. Работы ведутся. Планируется, что в ближайшие несколько часов будет восстановлено электроснабжение всех абонентов, которые питаются по этим линиям. Но нужно сказать, что, к сожалению, в связи с снегом, непрекращающимся дождем и ветром в различных участках это осложняет ремонтные работы. И просим наших граждан отнестись к этому с пониманием. Все бригады, все ресурсы, техника, наши специалисты задействованы и будут дальше продолжать устранять все имеющиеся аварии для того, чтобы максимально оперативно обеспечить население светом. Сильный снегопад привел к многочисленным отключениям света и в Галском районе. Как рассказал «Спутнику» заместитель главного инженера местного филиала Черноморэнерго Георгий Гвилия, самая крупная авария произошла в селе Алакумхара. Были повреждены 4 опоры, произошел разрыв проводов. Населенный пункт находится в горной местности, что значительно осложняло проведение восстановительных работ. Также были обесточены села Абаакыт и Хяцха. Республика Абхазия и Российская Федерация подписали соглашение о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы. Целью соглашения является оказание Российской Федерации и Республики Абхазия содействия в социально-экономическом развитии, в том числе посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи. Направления расходования финансовой помощи предусматривают мероприятия по повышению уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, оказание господдержки инвестиционной деятельности в Республике Абхазия и текущую базовую помощь. Соглашение подписали министр экономики Республики Абхазия Теймураз Миквабия и замминистра экономразвития Российской Федерации Сергей Назаров.
Бадрагунба и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством. Уходящий год стал важным этапом в развитии сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Наши союзнические отношения продолжали укрепляться, наполняясь новым содержанием. Искренне признателен вам за постоянную поддержку Абхазии, за внимание к судьбе нашей страны и благополучию ее граждан, отметил в частности Бадрагунба. Владимир Путин также подчеркнул, что в уходящем году отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией успешно развивались. Наши встречи в Москве в марте и в мае были весьма полезными, позволили наметить новые направления взаимовыгодной кооперации, говорится в поздравительном адресе российского лидера. Президенты выразили убеждение, что наступающий год станет временем новых совместных шагов, активного сотрудничества и дальнейшего укрепления связей между двумя государствами. Владимир Делба и Михаил Мишустин обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Исходя из коренных интересов наших народов, вековых традиций дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, мы всецело ориентированы на дальнейшее укрепление абхазо-российских союзнических отношений, отмечается в поздравлении премьер-министра Абхазии. Михаил Мишустин, в свою очередь, выразил удовлетворение поступательным развитием российско-абхазских отношений. Рассчитываю, что и в следующем году наше многоплановое сотрудничество будет двигаться вперед по широкому спектру направлений. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия, подчеркнул глава российского правительства. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба и председатель парламента Республики Южная Осетия Алан Маргиев обменялись поздравлениями. Парламентарии выразили уверенность в том, что в новом году тесное сотрудничество и взаимодействие между законодательными органами двух стран будет укрепляться и динамично развиваться. Министр иностранных дел Олег Барцец поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с наступающим Новым годом. Барцец выразил уверенность, что Новый год принесет больше благоприятных поводов для встреч и более интенсивное взаимодействие двух ведомств, способствуя укреплению сотрудничества. Вице-премьеры Джансух Нанба и Вараздат Минасян, а также временно исполняющие обязанности министра соцобеспечения и демографической политики Кама Азенба посетили Абхазский государственный дом-интернат для престарелых и инвалидов. В преддверии Нового года они привезли подопечным учреждения праздничные подарки. Затем члены правительства направились в кризисный центр, где проходят реабилитацию 12 детей, оказавшихся в трудной ситуации. Им также были вручены подарки и подарочные сертификаты. Министерство туризма Абхазии представило событийный календарь на следующий год. В него войдут различные мероприятия и фестивали, приуроченные к определенным датам. Откроет событийный календарь фестиваль «Мандарин», который стартует уже 6 января. Календарь разошлют всем туроператорам, которые работают по абхазскому направлению, рассказал Астамур Логуа на пресс-конференции в «Спутник». Кроме того, для распространения информации о стране на фестивале будут приглашаться авторы крупных медиаканалов и блогеры из России. Впервые в Абхазии появляется событийный календарь мероприятий, который призван и составлен для того, чтобы мы могли презентовать нашу страну по-новому, чтобы мы могли создавать интересные события для того, чтобы еще большее количество наших гостей, дорогих для нас гостей, приезжало в Абхазию. Безусловно, он расписан на год, в нем очень много мероприятий интересных, абсолютно разных, и нам кажется, это один из путей, возможностей для увеличения сезонности в стране, что мы часто говорим о том, что надо переходить, и мы стараемся переходить от летнекурортного сезона к в будущем стремиться к круглогодичному курорту. Но для начала, я думаю, что вот такого рода проектами, интересными мероприятиями, событиями мы должны увеличить сезонность. Когда будут проходить все фестивали, планируется привлекать блогеры, а также крупные блоги. Еще планируется приглашать на территорию Республики Абхазия, когда будут проходить фестивали, крупные медиа, телеканалы,
Планируется еще сотрудничество с журналистами из Российской Федерации. Также у нас есть ранее заключенные соглашения с некоторыми министерствами из российских городов. Также мы будем отправлять информацию им для продвижения проводимых мероприятий на территории Российской Федерации. Бюджет Сухума на следующий год принят во втором и окончательном чтении. Он составит 2,2 миллиарда рублей. В новом году вырастут расходы на образование, здравоохранение, физкультуру и спорт, культуру. Подробности заседания Сухумского городского собрания в материале Дамия Акшева. Депутаты Сухумского городского собрания изменили правила выплаты социальных детских пособий с 2026 года. Обязательным условием станет наличие прописки в городе Сухум не менее 3 лет. Одиноким матерям с несовершеннолетними детьми выплачивают 4000 рублей в месяц на одного ребенка. Семьям с 3 и более несовершеннолетними детьми от 1000 до 3000 рублей на ребенка, в зависимости от их количества. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом с детства до 16 лет – 4000 рублей. Пособие по уходу за инвалидом с детства первой группы – 4000 рублей. Пособие круглым сиротам до 18 лет – 6000 рублей. Возможно, конечно, это не совсем приятное решение, но это решение, которое позволит сохранить пособия и своевременно их увеличивать для горожан города Сухум. В первую очередь, конечно, мы должны думать о них, мы должны думать о одиноких матерях города Сухум, о инвалидах города Сухум, да, о многодетных семей. Потому такое заградительное решение по моей инициативе, по инициативе комиссии по здравоохранению было предложено. На заседании также рассмотрели проект бюджета города Сухум на 2026 год. Он составил 2 миллиарда 200 миллионов рублей, что на 174 миллиона больше по сравнению с 2025 годом. Вырастут расходы на образование, здравоохранение, физкультуру и спорт-культуру. Также планируется повышение заработных плат бюджетникам. Средняя зарплата прогнозируется на уровне 21 512 рублей. После обсуждения проект был принят во втором окончательном чтении. На образование предусматривается в размере 806 миллионов 461 тысяча. Рост составляет 61 миллион. Здесь рост обусловлен тем, что будет повышение заработной платы педагогическому персоналу на 10%. Именно в средних школах педагогический персонал. На здравоохранение предусматривается 196 миллионов 858 тысяч рублей, что на 42 миллиона 630 тысяч больше показателей текущего года. Здесь также повышение идет по врачам, по среднему медперсоналу. Вот. Зарплата повышается у них, заработная плата. По культуре и искусству сумма предусматривается в размере 33 миллионов 617 тысяч рублей, что на 3 миллиона больше. Здесь также предусматривается рост заработной платы по библиотекарям. Физкультура и спорт. Предусматривается сумма в размере 92 миллионов 466 тысяч, что на 19 миллионов 875 больше по показателям текущего года. Здесь также идет рост заработной платы по тренерскому составу полностью по городу. Также еще увеличили здесь сумму на спортивные мероприятия и на молодежные мероприятия. Вот. Социальная политика. Сумма предусматривается 88 миллионов 756 тысяч рублей. Она, в принципе, соответствует этому году. Изменения, принятые городским собранием, вступают в силу с 2026 года. Дамей Акашба, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Муса Экзеков награжден знаком отличия за заслуги перед Санкт-Петербургом. Как сказано в постановлении, подписанном губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, награда присуждена за значительный вклад в развитие предпринимательства, активную общественную и благотворительную деятельность. На протяжении многих лет Муса Хабалевич реализует масштабные культурные, образовательные и социальные проекты в северной столице КЧР и Абхазии. Как меценат оказывает поддержку музеям, научным и культурным центрам. В
основе нашей деятельности как в Санкт-Петербурге, так и в Карачаево-Черкесии и Абхазии лежит задача укрепления общества на основе традиционных ценностей, сохранения исторической памяти и развития культуры, поддержки спорта, семьи и детства. Я благодарен губернатору Санкт-Петербурга за высокую оценку этой работы, отметил Мусай Гзеков. Завершен первый этап проекта «Свет культуры в каждом штрихе». Проект направлен на художественную подсветку исторических объектов. Идея принадлежит финалистам и победителям конкурса команды Абхазии. Тему продолжит Нала Чхинджери. Где, как ни в Абхазии, много исторических зданий и памятников архитектуры. Осуществить художественную подсветку в ночное время суток древних храмов. Такую задачу поставили перед собой финалисты и победители конкурса команда Абхазии. В рамках реализованного проекта «Свет культуры в каждом штрихе» были подсвечены Бедийский, Пакуашский и Моквский храмы. Первым объектом из тех, где мы смогли осуществить такую художественную подсветку, стал храм в селе Моква. Удалось на некие сэкономленные средства реализовать художественную подсветку храма в селе Пакуаш. Это храм с большой историей. Храм небольшой, но, на мой взгляд, получилось неплохо. Самое главное, что мы успели реализовать в текущем году, большую работу, связанную с художественной подсветкой храма в селе Бедия. Да, знаменитый наш Бедийский храм, который виден с разных сторон, сдалека. И мне кажется, такая работа, такая подсветка, это, конечно, первый шаг на пути к восстановлению этого храма, но, тем не менее, первый шаг значимый, на мой взгляд, он сделан. И сделан он инициативными молодыми людьми. Инициатива поддержана президентом, и команда Абхазии дальше будет реализовывать подобные проекты. Данный проект был презентован президенту страны Бадри Гунба, который, в свою очередь, поддержал инициативу создания художественной подсветки исторических зданий. В реализации проекта помощь оказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В рамках образовательной программы конкурса команды Абхазия был презентован проект «Свет культуры в каждом штрихе», в рамках которого мы собирались и уже реализовали художественное оформление стен и художественная подсветка зданий историко-культурного наследия. Большинство зданий уже подсвечено. Те, которые мы не успели, обязательно в начале следующего года все будет завершено. Изначально проект «Свет культуры в каждом штрихе» был направлен на подсвечивание значимых комплексных объектов, но после многочисленных отзывов и обращений жителей сел, где имеются храмы, было решено пересмотреть первоначальный план. Выходцы из названных сел отметили значимость данного проекта. В Абхазии много сел, но не в каждом селе есть храмы, тем более поддающиеся, готовые к восстановлению. И вот в селе Пакуаш есть такой храм, и выходцы и жители села начали этот процесс. Очень большое количество людей подключилось к нему, и организаций тоже. На сегодняшний день выполнено порядка 40-50% восстановительных работ. К примеру, мы уже полностью восстановили часовню, купили колокол, повесили колокол. И отдельно хотел бы поблагодарить Георгия Габуния и команду Абхазии за то, что они проявили инициативу и оказали поддержку в освещении внешнего фасада храма. Эта картинка радует глаз жителей города Пакуаш. Спасибо им большое. Начало восстановления храма святого Георгия Победоносца в селе Пакуаш – это не только акт возрождения духовной святыни, но и живой памятник национальному единству, мужеству и памяти предков. Проект символизирует связь времен и объединяет память о прошлых поколениях и созидательную энергию ныне живущих молодых людей в нашей стране. В рамках проекта также был подсвечен Дом культуры в городе Гал. У финалистов команды Абхазии еще много планов. К примеру, подсветить храмовый комплекс в Пицунде, Гудаутский железнодорожный вокзал и несколько объектов в Сухуми.
Нала Чхиндерия, Милана Агрыба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. До Нового года осталось чуть более суток. Самая волнительная пора для детей и взрослых. Ведь, как говорят, ожидание праздника лучше самого праздника. Но если для большинства людей это время не предновогодней суеты, отдыха и развлечений, то для телевизионщиков это особенно горячая, насыщенная работой пора. Что подготовило для вас, дорогие телезрители, Абхазское телевидение и какими программами мы порадуем вас в новогодние дни? Секрет приоткроет Аэлита Арутюнян. Новогодний огонек на площадке Госфилармонии, новогодняя ночь в Гагре, концерт Наныкера, специальный выпуск Апсуа Культура Ашта. Это небольшая часть праздничной программы, которую подготовила АГТРК на Новый год. Мы искренне надеемся, что наше новогоднее меню подарит вам, дорогие телезрители, теплую, незабываемую атмосферу праздника. Вообще у нас формат был другой, но получилось совершенно другое. То есть в голове было одно, а сделали другое. Мы думали о том, чтобы пригласить каких-то именитых гостей, которые были у нас в течение года, которых мы выделили, но в связи с тем, что у каждого из них работа, не знаю, кто-то уехал, кто-то еще что-то, и мы решили это сделать внутри нашей редакции, внутри нашей семьи. Во-первых, нам год подарил очень много операторов, 2 оператора новых у нас есть корреспондент новый, и мы хотели как-то вот с ними этот год отпраздновать, это утро новогоднее, поэтому мы поговорили о том, что было, как было, почему так было и что нас ждет в будущем. Редакция Шижибзия подготовила праздничную программу Наныкера. Главная цель – открыть новых артистов, которых в республике знают не так хорошо. Зрителей ждет много сюрпризов и хорошей музыки. У нас традиция есть звать гостей, это определенные гости, которых мы зовем, но в этом году мы еще и от бизнес-сообщества пригласили человека. Очень много должно было быть высокопоставленных чиновников, но их в этот день пригласили в Москву, они должны были улететь, поэтому из гостей это традиции в основном, там 2 человека только будет новеньких. А из артистов ничего не повторяется, потому что это всегда новые лица, новые люди. Но я думаю, что в этом году в таком формате проект жил последний раз. Если наши планы в будущем году с Мирандой воплотятся в реальность, то это будет, не буду говорить громких слов, но это будет очень интересно, и мы будем работать над артистами и их новыми песнями, которые мы создаем здесь на Абхазском телевидении. Так что мы не будем звать гостей, а мы будем с ними работать. Важно еще то, что люди, которые участвовали в этом проекте, у них были прекрасные песни, под которые и операторы танцевали, и технический персонал. То есть я думаю, что все было очень гармонично в этот день. И самое запоминающееся – это настроение людей, которые были вообще на площадке. И гости, и те, кто там был. В этом году Абхазское телевидение впервые организовало съемку новогоднего концерта в Гагре на площади перед знаменитой колоннадой. Популярные и пока еще не совсем известные артисты исполнили хиты прошлых лет. Идея принадлежит режиссеру монтажа Фариде Джопуа. Новогодние концерты, проходящие в разных городах страны, поздравления наших сограждан из разных уголков Абхазии и много других интересных программ можно будет посмотреть как до Нового года, так и после. Новогодние концерты проходят достаточно интересно. Мы видим много молодых лиц, мы видим много детей, которые поют новогодние песни. И действительно интересно снимать эти концерты. Мы видим, с каким настроением наши певцы выступают на сцене. Когда мы снимали концерты в Гудауте или в Ачамчире, мы видели, сколько эмоций было у зрителей этих концертов, потому что для них это очень важно, что Новый год приехал именно к ним, именно в их город. И мы стараемся по возможности эти мероприятия тоже освещать. И помимо этого есть разные концерты, которые мы снимаем с помощью состава ПТС, передвижной телевизионной станции. Но также в этом году наших зрителей ждет небольшой приятный сюрприз. Есть одна группа, не будем раскрывать тайны, интриги. Она выступала тоже в разных городах Абхазии. Мы следовали за ними, мы снимали их репетиции в городе Сухум. И мы надеемся сделать небольшой музыкальный фильм о том, как они поздравляли наших жителей
С Новым годом! Новый год – праздник, который ждут с нетерпением и дети, и взрослые. Но если для большинства людей это пора отдыха и развлечений, то для телевизионщиков особенно горячая, насыщенная работой пора. Нужно успеть все – подвести итоги, рассказать о планах и, конечно же, порадовать праздничными программами. Так что ждем вас у экранов. Мы постараемся сделать праздник запоминающимся и оставить только хорошие впечатления. В Сухуми откроют новый кинозал. Он будет располагаться в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба. Организаторы приглашают жителей и гостей столицы на первую премьеру 2 января. В 12 часов состоится показ фильма «Чебурашка 2». Билеты в продаже в кассе филармонии. А сейчас расскажем о погоде. 31 декабря в Абхазии ожидается дождь, местами снег, возможно гроза. Ночью 2-3 градуса тепла, днем плюс 5 градусов. Температура морской воды плюс 12. На этом информационный выпуск Амшакшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.